Ток-шоу с Сергеем Мокрушиным. Продолжаем эфир. Радио Крым Реалии. Сергей Мокрушин у микрофона. И в нашу радиорубку уже ворвалась гостья нашего эфира Галина Джикаева. Привет. Театральный режиссер из Крыма. Доброе утро. Доброе. Но перед началом разговора я напомню, что любой наш радиослушатель может присоединиться к эфиру. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните. Кроме того, пишите свои комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Мы стараемся все внимательно читать. Итак, с чего начнем мы разговор. 13 октября в Праге был представлен театральный перформанс «Трава пробивает землю». Показ состоялся на площади у Народного театра в рамках форума 2000 в Праге. Итак, это перформанс постплей театра. Расскажи об этом перформансе, о поездке в Прагу, о том, о чем этот перформанс. Что вы хотели показать жителям Чехии? Ну, этот перформанс, ему уже почти год, потому что мы в Крымском доме делали премьеру. Ко мне обратились где-то примерно год назад крымские поэтессы серии Кокче и Алие Кинджалиева и попросили сделать такое театральное некое действо, которое бы сделало понятным язык поэзии, они же пишут и на крымско-татарском, и на русском, не только людям, которые говорят на этих языках, но и всему миру. Вот, чтобы донести ту энергию, которая вложена в эти стихи. И мы начали над этим работать. Мы, так как у нас документальный театр, мы сделали вот этот элемент, ввели и в перформативную эту практику, использовали документы правозащитников о пытках в Крыму. И получился такой перформанс. Он без слов, звучат только стихи поэтесс. Перформанс о том, как на прекрасную землю любви, которая есть Крым, приходит насилие. И что происходит с этой землей, когда и с людьми, которые на нем живут, когда агрессор захватывает эту землю любви. Вот, и там действительно реконструкция пыток, потому что перформанс — это такая штука опасная для перформера, но это обязательное условие, включение абсолютно всей психофизики перформера в этот процесс. И там, да, реконструкция пыток, которую используют силовики в момент выбивания показаний. То есть как это выглядит? Расскажи, потому что перформанс, да, его, конечно же, важно видеть, но у нас радио, да, поэтому давай попробуем описать, там как это выглядит. Используются аутентичные материалы, то есть, ну, конечно, песок местный, там несколько мешков песка, из него делают некую такую вот землю крымскую, затем обязательно артемовская соль, потому что это такой привет из Донбасса, смешанная с синькой, вот это такое море, перформеры делают этот прекрасный мир, моря, земли крымской, там задействован ракушечник крымский, из которого крымские татары начинали строить свои жилища временные. Настоящие камни, настоящие, вот которые, да, привезли с юга Украины нам именно для этого перформанса 2 камня. Они невероятно тяжелые, их очень сложно перевозить, но спасибо, нам помогли. Скажу потом, кто. Вот. И звучит музыка. Музыка не академическая, это молодые композиторки, дуэт ГУМа, тоже крымчанка Таня Хорошун и Яна Шлябанская. Они прямо по ходу этого перформанса создают некий звукоряд, который они записывали и в Крыму, там это электронная музыка, звуки, это очень сложно описать. Это не гармонический ряд, скажем так, да, а это вот такой вот, начиная от аутентичной хайтармы, который потом превращается, деконструируется звук в процессе этого перформанса. И затем наступают, в зависимости от того, что звучит, какие стихи звучат, наступает момент, когда, собственно, насилие. И там
начинается пытка, избиение, затем перформеру в кульминационный момент надевают на голову пакет полиэтиленовый, затягивают скотчем, и он там задыхается до 30 секунд, реально задыхается на площади Вацлава Гавела. Он как-то просто плохо продышался, и у него даже конвульсии начались. Ого. Да, Дэн, конечно, очень рисковал. Это Дэн Гуменный? Да, Дэн Гуменный, и Яночка, его жена, она вовремя это увидела, разорвала пакет, и, собственно, закончили мы нормально, без проблем. Да, перформанс связан с риском, это обязательно. Я очень благодарна этим перформерам, которые не крымчане, но они настоящие украинцы, которые очень чувствуют, понимают и через себя про вот эту боль крымскую, они ее протягивают через свою нервную систему и физику. Они постоянно синие после этого перформанса. Об этом продолжим говорить. Я напомню, 8 800 10 06 926. Звоните нам, если вы слышите нас в Крыму. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире. Доброе. Хотел бы вопрос такой задать. А что вы еще от темы татар уже отстали? Ну, вы просто постаете одной татары. В Крыму что, других национальностей, что ли, нету? Или вы просто тут... Сейчас мы какую тему обсуждаем? Русские или татары? Скажите, мы сейчас какую тему обсуждаем? Вы же сейчас... Вы сейчас Ясно. обсуждаете про татары. Я услышал, вот я по Мы Ютубу сейчас говорим о слушаю и перформативном искусстве и о тех проблемах, которые существуют в Крыму, и как освещаются эти проблемы Я языком хотел... перформативного искусства. Проблемы у нас хоть и есть, а вот обсуждать, ну, у нас хоть хватает. У нас... Какое ваше дело? А вы из Крыма нам звоните? До Крыма. Вы нам из Крыма звоните? Ну, откуда еще? А из какого города, если не секрет? Могу, что хочу, то говорить. А у вас что? У вас свобода слова не такое, ну... Именно поэтому вы сейчас находитесь у нас в прямом если- эфире, поэтому у нас нет свободы слова. Я вас понял, спасибо. Ждем ваших звонков. 8 800 10 06 926. Это радио Крым Реалии. Слушайте наши эфиры каждый день. Я думаю, что у вас не будет вопросов по поводу разнообразия наших тем. Я возвращаюсь к разговору с Галиной Джикаевой. Да, я могу реакция. сказать, что тут не просто крымские, не только крымские татары, просто там звучит поэзия авторов крымско-татарских, но о том, что происходит в Крыму, касается всех национальностей, проживающих там, потому что в застенках ФСБшников находятся не только крымские татары, хотя их большинство, но и люди, и россияне, и других национальностей, которые поддерживают Украину. И даже те, которые не поддерживают И даже Украину. те, которые не поддерживают, но не согласны с какими-то позициями России, там, которые свои порядки наводят на оккупированной территории. Продолжаем разговор. Итак, это перформанс в Праге. Первый вопрос. Никто не пытался вызвать полицию? Нет. Вот ты говорила о сцене пыток, да, вот, которую реконструировали фактически. Нет, конечно, потому что, ну, эта локация, это хотя бы это был центр города, а как раз перед этим театром и площадь Вацлава Гавела. Все прекрасно знают в Чехии, что это за дата, которая не отмечает 30 лет независимости. В 1989 году Чехия получила независимость, и Вацлав Гавел, ее идеолог этой революции и лидер государства, его память чтут, там стоит его портрет, сердце огромное, красные свечи зажженные, и там была локация вот этого фестиваля демократии, форум 2000, и мы среди этих материалов в общем-то, и делали этот перформанс, конечно, люди понимали, куда они пришли. И, ну, вообще-то это же Европа, то есть это нормально, когда кто-то что-то делает. Это, ну, вот я увидела уличных актеров там в Праге. Конечно, наши немножечко пугающие. Люди, обычно вот во Львове, когда мы показывали, люди стали очень плотно к месту перформанса, а здесь они так на расстоянии и немножко шокированы. Очень многим, не то что, ну, нельзя сказать, что это понравилось, но многих тронуло. Единственная полиция потом подошла и сказала: а почему так депрессивно? Я говорю: ну, ребят, ну, потому что Крым. И очень многие плакали, особенно когда в театре второй был показ. Там все-таки закрытое помещение и очень
плотная атмосфера была, и там, конечно, люди рыдали. И, конечно, надо отдать должное нашему посольству, нашему послу Евгению Парабиносу, который дважды был. Он пришел, значит, на уличный этот показ и с женой, со своей, с людьми, которые работают в посольстве, а затем пришел и один потом в театр, но уже без жены, говорит, это слишком для нее, но он пришел тоже, смотрел, и ему было непросто, и всем было непросто переживать этот опыт зрительский. Ну, для большинства зрителей, наверное, перформанс как форма, да, это что-то новое, возможно, что-то непонятное. Когда видишь ваши перформансы, да, на них попадаешь, то сразу, наверное, можешь не понять, в чем дело, пока не присмотришься, пока не вникнешь в какие-то детали, да. Нет же никакого сопровождения информационного, о чем это действо, да. Европейская публика, насколько она поняла, о чем это? Нет, но опять же, я повторюсь, это все происходило в рамках фестиваля демократии. Уже контекст был понятный. Про Крым было понятно. Ивент этот был расшарен в соцсетях, и было понятно. Особенно в театре, потому что там специально напечатали даже тексты на чешском и английском языке, тексты поэзии. Люди, которые пришли, они, в принципе, уже были готовы, но они не были готовы к самому этому факту насилия, но там же, это же Европа, люди готовы, они знают, что такое современное искусство, они умеют его считывать. У нас еще не готова публика, она потихонечку, медленно входит, медленно, но уверенно входит в пространство понимания не лобового, не иллюстративного искусства. А там это уже давно, и все абсолютно спокойно воспринимается, и люди подключаются, они знают, как подключать свой организм к такого рода действию. Вот, и да, и люди, которые брали эти крымские камушки в руки, реально я чувствовала, как дрожат их руки. Есть ли разница в том, как публика воспринимает? Да, вот ты уже немного сказала о том, что в Европе это более привычная уже форма для европейцев, нежели для украинской публики. Но все-таки, есть ли какая-то... Можно ли сказать, что в Украине публика более вовлечена в эту тему? Или Конечно. наоборот? Конечно. Да? Потому что все наше общество, хотят его члены признавать это или нет, они живут в состоянии войны, да, тотального такого, тотального ощущения, да, войны. И, конечно, они подключаются быстрее, и, конечно, они реагируют острее. Европа, тут очень сложно, понимаете, ты приезжаешь в Европу, она такая прекрасная, она такая... веселая, она такая солнечная, вот от людей исходит такая позитивная энергия, потому-то им так сложно понять, что происходит, что существует боль. Они очень благополучны, и им сложно впустить в себя эту боль, но и тем не менее не настолько открыты, что они могут ее впустить, хотя с опаской. Я постоянно говорила, что и в интервью вышло огромное количество публикаций, и на радио вышли мы, и в прессе, в интернет-изданиях, и этот журнал театральный, вышло очень много публикаций. Я постоянно напоминала, и для этого мы и приехали, напомнить о том, что агрессор никогда сам не останавливается. Он поглотил Крым, он сейчас жует Донбасс, при самом плохом раскладе он съест Украину и придет в Европу. Поэтому Европа должна понимать, что если она подкармливает этого нового Гитлера, то она потом от него получит неприятностей. Ты уже говорила, о чем перформанс «Трава пробивает землю», да, если коротко, я попробую пересказать. Это история о земле любви, да, на которую пришла несправедливость, пытки.
и так далее. Какие еще вот истории в последнее время вы реализовали через язык перформанса? Над какими темами вы работаете, если У нас можно этот есть, вопрос сформулировать? есть постплей-театр, и новое у нас есть образование постплей-лаб. Мы сейчас занимаемся образовательной такой программой. У нас была школа быстрой драмы, школа перформативная, и сейчас со 2 ноября мы начинаем школу режиссуры для нережиссеров. И как раз в рамках школы перформанса, вот это постплей-лаб, мы реализуем вот эти перформансы, идеи, которые приносят наши ученики. Мы как кураторы что-то советуем, ну, как правило, очень правильном направлении мыслят, и наши перформеры, коллеги, уже молодые коллеги, они делают перформансы и на социально-политические темы в том числе. Вот был фестиваль «Жаз Коктебель» на локации «Остров Крым». Все перформансы, которые там проходили от нашей школы, все были посвящены теме Крыма. Так как ее понимают и крымчане, которые переехали на материк, и жители материковой Украины, которым эта тема не безразлична. И да, мы делали в пространстве Контрактовой площади еще до освобождения наших ребят в части политзаключенных, делали перформанс, где две перформерки с завязанными сзади руками, завязанными колючей проволокой, рисовали Крым и вписывали мелом в пространство Крыма фамилии тех, кто сейчас сидит за решеткой в Крыму или в Российской Федерации, ну, в общем-то, заложники оккупационного режима. Вот это достаточно сложно, больно им было. Ну, люди помогали, люди подключались и писали. У нас был список, они вписывали эти фамилии. Ну, девочки, да, с кровавыми потом руками выходили из перформанса. Это нормально. Почему важно, наверное, вот этот момент, когда человек, который показывает языком перформанса эту проблему, о которой он хочет рассказать, почему это через боль должно показываться? Почему люди должны отождествить себя с этой болью? Ну, это честнее. Если ты говоришь о больной теме, ты для того, чтобы быть честным в ней, ты должен через себя пропустить эту боль. Ну, только тогда ты имеешь право говорить на эту тему. А все остальное просто демагогия, пропаганда и неправда. В современном театральном искусстве в Украине насколько вообще отражаются темы оккупации и войны? Насколько оно живо реагирует на то, что происходит? Либо реакция на все происходящее — это все-таки удел вот независимого театра, да, независимой театральной сцены? Если говорить о театре, то на самом деле не так много. Особенно на тему Крыма у нас практически не говорят. Есть отдельные проекты. Вот Паша Юров, я тоже участвовала в этом проекте, он делал постдокументальную такую историю про Крым в Мистецком арсенале во время чуть раньше, в Мистецком арсенале. Да, и у нас несколько проектов было про Крым. Больше я не видела, если честно. А если говорить о войне, то там больше. Но, к сожалению, знаете, тут такая штука. Для того, чтобы говорить о событиях, особенно больных, которые происходят сейчас, нужно тут очень важно не навредить. Да? Если ты входишь в это пространство боли, то нужно говорить о ней честно. А если ты отстраняешься, если ты не в контексте, если ты не в материале, если ты не нюхал пороха, а не через себя этот опыт не протянул, то это очень сложно. Это видно, что это фальшь. К сожалению, я видела несколько спектаклей на эту тему, и они меня не убедили и очень расстроили. Но есть гениальный и великий человек совершенно, Георг Жено, и его друзья, компания, в том числе и наш театр, при поддержке посольства, не посольства, а Министерства иностранных дел Германии, они сейчас делают проект «В попасное место с тобою», «Город с тобой», в Бахмуте, в Николаевке и Попасной.
делают 3 спектакля с подростками, которые там живут. Это документальный материал, который будет показан и у нас в Киеве, в Посплой-театре, во Львове, по-моему, еще в Харькове, и в Берлине, в Гамбурге, еще где-то, не помню точно. И это будет очень честный спектакль от первого лица тех людей, которые там живут, через глаза подростков, нашего будущего как бы поколения, но тем людям, которым строить это государство дальше. И тогда мы увидим, как они воспринимают наше будущее. Это не комплементарный театр, это не пропагандистский театр. Вот как они считают, так и это прозвучит. Может быть, даже неудобоваримо для Украины, но зато это будет честно. Я не знаю, у них прошел первый спектакль, они, по-моему, в Николаевке сделали или в Бахмуте. Сейчас готовится второй проект. Это вот наши не киевские, а украинские драматурги работают с Георгом Жино, который, собственно, немец, но он работал в театре ДОК в Москве, и у нас в театре переселенца основал театр, один был из основателей. Сейчас работает с нами Анастасия Ксади, Дэн Гуменный и Бондаренко из Львова, драматург. Вот 3 драматурга работают с подростками и будут делать. И в декабре, где-то в начале декабря, добро пожаловать, приходите и смотрите. У нас в пространстве Postplay Lab будет. Это будет очень, наверное, странно. Один из спектаклей точно будет рейв. Рейв? Да. А почему рейв? Ну, так захотели дети. Там подростки, такой был запрос. Документальный рейв, техно какой-то, электронный, не знаю, что. То есть сейчас они поехали там вот Это делать. вот дети из Бахмута, да? Из Попасной. Из Попасной. Да. Угу. То есть там, где разрываются, во дворе их школы разрываются снаряды, которые прилетают с той стороны, а не с украинской. Ну, я вот слежу по социальным сетям за вашей активностью, и вы часто бываете там. Как вообще люди вот там, в непосредственной близости от войны, реагируют на театральное искусство? Понимают ли они то, зачем это делается? Понимают ли они месседжи, которые вы пытаетесь донести? И какая обратная связь? Я не могу сказать о своих ощущениях, потому что меня туда не пускают. Вот. Но то, что я знаю, рассказывали ребята, Дэн, Антон Романов, они очень изголодались по искусству. И они очень понимают современное искусство. Они врубаются во все. Они мало знают о классическом искусстве, потому что в этих маленьких городках, собственно, его и не было. Поэтому они абсолютно как дети воспринимают то, что видят, и понимают правильно. Они не испорчены этим классическим восприятием искусства. И абсолютно полные залы, и приходят, участвуют, да. Вот это то, что я знаю. Обратная связь разная, но они очень честные, вот правда, без дуль в кармане. Могут говорить очень резкие вещи и готовы слушать. Насколько публика вот в Киеве, да, в месте постоянного вашего базирования, если можно так определить, да, Киев, насколько здесь она активно ходит на ваши постановки, участвует в ваших мероприятиях? Ну, у нас не такой большой театр, это не мерило как бы состояния интереса к такому театру. Если говорить вообще, то вообще 2% населения ходят вообще в театр, а в такой театр, как наш, ходит вообще какая-то 0,01%, далеко, если не 1000. Ну, ходят, и слава богу, у нас вот эта активная часть населения, которая строит, собственно, это гражданское общество, на которое, в принципе, мы надеемся, что и Украина
когда-нибудь войдет вот в этот европейский счастливый мир, который вот реально, я приехала и я вот очень подзарядилась, потому что там, во-первых, очень красиво, чисто и абсолютно солнечно изнутри. Я очень хочу, чтобы мы этим же солнышком, не который сверху светит, а который изнутри, из людей светится. К сожалению, мне по рассказам из Крыма там этого свечения в людях нет. А в Европе есть. Я очень хочу, чтобы и в Крыму люди светились изнутри радостью и позитивным отношением, любовью друг к другу. Ну, там ты случайно кого-то толкнешь, ты и толкнешь, и перед тобой извиняются. Ну, елки-моталки. Это невероятно. Ты реально хочешь постоянно жить в этом в состоянии душевного комфорта. И вся Европа такая. Я поездила, я знаю. И очень хотелось бы, чтобы и крымчане вот влились в это пространство позитивной энергии. Продолжаем разговор, и к нашему разговору подключается Анастасия Пугач, пресс-атташе театра «Переселенцы». Анастасия, доброе утро. Доброе утро. Расскажите немного об этом проекте, о театре «Переселенца». С какой целью он создавался? Ну, он создан ровно 4 года назад был. На тот момент, в 2015 году, действительно было очень много переселенцев, и его создали Георг Жено, немецкий режиссер, Наталья Ворожбит, украинский драматург, и Алексей Крачинский, военный психотерапевт. Тогда проект был создан с целью одушевить цифру 1,5 миллиона переселенцев, дать нам право голоса. И был создан целый ряд документальных постановок про переселенцев. У нас был целый большой проект с военными и с подростками в Донбассе. И вот 4 года мы успешно работали. Главные, может быть, темы, да, над которыми работали драматурги театра «Переселенца»? Ну, да, как я уже сказала, это были истории переселенцев реальные. У нас был очень большой проект, который я курировала, «Дети военные на востоке страны». Это были постановки в прифронтовых городах с участием школьников, старшеклассников и украинских военных. Потом мы стали поднимать и другие темы, как, например, семьи, истории детей в неполных семьях. У нас был даже спектакль про подростков, которые живут с ВИЧ с рождения. То есть потом мы стали поднимать и, то есть не только военные темы, скажем так. Что сейчас? Насколько я знаю, вот весной, да, было последнее представление театра «Переселенца». Правильно? Да. Почему так? Зимой мы сделали большой фестиваль быстрой драмы. До весны вот нашел спектакль, который получился по итогам, один из 3 спектаклей, который получился по итогам фестиваля быстрой драмы. Ну, на самом деле, просто потому что мы делаем это сейчас своими силами. Люди, которые остались в театре «Переселенцы», это я и 2 моих коллег, Александр Фоменко и Алекс Ардарян. Немножко не хватает ресурса, скажем так, своего. Угу. Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи была Анастасия Пугач, пресс-атташе театра «Переселенца». И вот это будет, наверное, вопросом следующий, который мы обсудим. Галина, ты говорила, что там проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел Германии, например, да, с детьми из Попасной. А украинское государство, ему это интересно? К сожалению, не очень, мне так кажется, потому что, мы подавали заявки в Украинский культурный фонд, тоже с темами крымскими и Донбассом. Мы хотели сделать такую экспедицию туда поехать и сделать мультимедийную инсталляцию. Наш проект не утвердили, хотя я просто сейчас смотрю, сейчас есть
продукт, который выдают люди, которые получили гранты Украинского культурного фонда, и они меня не убеждают. Я не понимаю, по какому критерию отбираются эти заявки, но пока я не вижу вот этого тотального увлеченности этим вопросом. Либо дают на пропагандистские какие-то темы, мы в этом не участвуем. У нас критическое искусство, а пропаганды нет. Поэтому мы вот своими силами изыскиваем возможности на Западе, а вот на Западе, да, на Западе люди готовы вложить деньги, институции вложить. Ну, хотя вот, например, украинское посольство в Чехии пригласило нас на этот фестиваль. То есть нельзя сказать, что они совсем... Ну, говорят, что это посольство одно из самых активных в Украине. Вот, и благодаря ему и организации «Людина в беде», «Человек в беде», вот мы туда поехали и показали перформанс. Нам предоставлены были прекрасные условия, организация была на высшем уровне, и огромная благодарность людям, которые занимались нашими гастролями в Чехию. То есть там посольство работает прекрасно, там постоянно какая-то активность и культурная, и социальная, и включенность постоянно в эти процессы. Это видно даже по тому, как посол сам работает. Но здесь, внутри, в Украине, ну, я этого пока не вижу интереса к таким независимым проектам. У нас буквально несколько минут остается до завершения эфира, и вопрос такой. Я, когда готовился к эфиру, конечно же, я искал разную информацию, и о тебе, что первое можно найти в сети интернет, это история с Симферопольским арт-центром «Карман», который работал в Симферополе, да, там был тоже независимый театр, и был включен «Карман» даже в список достопримечательностей Симферополя Министерством курортов и туризма Крыма. После 2014 года, после того, как «Кармана», собственно, не стало, да, что там в Крыму? Остался ли какой-то независимый театр? Ну, ты же общаешься с крымчанами, что-то, возможно, узнаешь о жизни там. Есть ли что-то? Есть локальные какие-то попытки сделать спектакли на современной драматургии, вот, но централизованно нет. Я не знаю, я не так близко общаюсь с теми людьми, которые занимаются там театром, потому что там заниматься театром можно на российские деньги, а я в этом не хочу участвовать, и знать даже об этом не желаю. А те люди, которые были моими соратниками там в «Кармане», они не занимаются творчеством там, потому что считают невозможным сотрудничать с российской властью. А так как мы знаем, что театр – дело политическое, там всегда под контролем власти театр, и те люди, с которыми я общаюсь, разговариваю, они не участвуют в театральной жизни Крыма. Поэтому я не могу сказать. И буквально минута у нас осталась. О чем я еще хотел спросить? Вот когда мы говорили о детях, да, из Донецкой и Луганской областей, когда мы говорили вот о том, как публика реагирует на ваши перформансы, на ваши спектакли, часто люди узнают себя в ваших постановках, как на это реагируют? Я не могу сказать, как узнают себя, не узнают себя. Тяжело реагируют. Вот я знаю, что некоторые мужчины не выдерживают и уходят. Просто выходят и не смотрят. Многие плачут. Но я не... Ну, то есть после этого перформанса невозможно с человеком общаться. Ты узнал себя? А люди переживают потрясение. Их лучше не трогать в этот момент. Пусть они этот опыт переживут. Но реакция, да, острая очень. Благодарю. Напомню, что гостью нашей студии была крымский режиссер Галина Джекаева. Говорили мы о языке перформативного искусства, о том, как проблематика Крыма подается этим языком и как люди научились воспринимать этот язык. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. Напомню, что нам можно звонить, нам можно писать после завершения эфиров. Мы присутствуем во всех социальных сетях. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Предлагайте свои
темы для программ, предлагайте информацию, которая у вас есть, задавайте свои вопросы. Мы с вами с удовольствием пообщаемся. Итак, всего доброго.